Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами послушаем вот эту замечательную пластинку. Ну, давайте поставим. Русская народная сказка Никита Кожемяк. В старые годы появился невдалеке от Киева страшный змей. Много народу из Киева змей потаскал в свою берлогу. Потаскал и поел. Утащил змей и царскую дочь, но не съел ее, а крепко-накрепко запер в своей берлоге. Увязалась за царевной из дому маленькая собачонка. Как улетит змей на промысел, царевна напишет записочку к отцу, к матери, привяжет записочку собачонке на шею и пошлет ее домой. Собачонка записочку отнесет и ответ принесет. Вот раз царь и царица пишут царевне: «Узнай, где от змея, кто его сильней». Стала царевна от змея допытываться и допыталась. «Есть!» — говорит змей. «В Киеве Никита Кожемяка. Тот меня сильней». Как ушел змей на промысел, царевна и написала к отцу, к матери записочку: «Есть где в Киеве Никита Кожемяка, он один сильнее змея. Пошлите Никиту меня из неволи выручить». Сыскал царь Никиту и сам с царицей пошел его просить выручить их дочку из тяжелой неволи. В ту пору мял Кожемяка разом 12 воловьих кож. Как увидел Никита царя, испугался. Руки ему Никиты задрожали, и разорвал он разом все 12 кож. Рассердился тут Никита, что его испугали, и ему убытку наделали. И сколько не упрашивали его царь и царица пойти выручить царевну, не пошел. Вот и придумал царь с царицей собрать 5000 малолетних сирот. Осиротил их лютый змей, и послали их просить Кожемяку освободить всю русскую землю от великой беды. Сжалился Кожемяка на сиротские слезы, сам прослезился. Взял он 300 пудов пеньки, насмолил ее смолою, весь пенькой обмотался и пошел. Подходит Никита к змеиной берлоге, а змей заперся, бревнами завалился и к нему не выходит. «Выходи лучше на чисто поле, а не то я всю твою берлогу размечу», — сказал Кожемяка и стал уже бревна руками разбрасывать. Видит змей беду неминуемую. Некуда ему от Никиты спрятаться. Вышел в чистое поле. Долго ли, коротко ли они бились, только Никита повалил змея на землю и хотел его душить. Стал тут змей молить Никиту: «Не бей меня, Никитушка, до смерти. Сильнее нас с тобой на свете никого нет. Разделим весь свет поровну. Ты будешь водить на одной половине, а я в другой». «Хорошо», — сказал Никита. «надо же прежде межу проложить, чтобы потом спору промеж нас не было». Сделал Никита саху в 300 пудов. Запряг в нее змей и стал от Киева межу прокладывать, борозду пропахивать, глубиной-то борозда в 2 сажени с четвертью. Провел Никита борозду от Киева до самого Черного моря и говорит змею: «Землю мы с тобой разделили. Теперь давай море делить, чтобы о воде промеж нас спору не вышло». Стали воду делить. Вогнал Никита змея в Черное море, да там его и утопил. Сделавши святое дело, воротился Никита в Киев, стал опять кожи мять, не взял за свой труд ничего. Царевна же воротилась к отцу, к матери. Борозда Никитина, говорят, и теперь кое-где по степи видна. Стоит она валом сажени на 2 высотою. Кругом мужички пашут, а борозды не распахивают, оставляют ее на память о Никите Кожемяке. Вот такая вот чудесная сказка. Ну, добрых снов, ребята.